Ахмед Ташхуев, несмотря на ограниченные возможности здоровья, как и положено истинному ингушу, встречает гостей с порога. А председатель парламента Магомед Тумгоев, как полагается, гостю, не с пустыми руками. Оба они свидетели тяжелых событий осени 92 года, которые оставили неизгладимые раны в сердце каждого ингуша. Речь зашла о роковой тропе, которая сыграла судьбоносную роль в жизни многих наших земляков той осенью. Ее назвали «дорогой жизни». Путь к спасению детей, стариков и женщин лежал через тяжело проходимое Асинское ущелье. Тогда на спасение бежавшего мирного населения обрусились молодые люди из близлежащих сел, среди которых был и Ахмед. Ему тогда было 28 лет, полный сил, отваги, патриотизма и сострадания. Спасаясь от военных действий, люди босые, без теплой одежды и голодные, пешком добирались до горной части Ингушетии. Десятки он перенес на своей спине. Идти приходилось вдоль реки, по деревянным мостам и бревнам над Ассой, держась за тросы, перекинутые наспех, затем подниматься высоко и идти по скалам. Часами стоял по колено в ледяной реке, помогая беженцам перебраться на спасительный берег. حدق موخي رجست لطفة كاج دراز دي مصر زو حسيقة حلوة على شتين بولي دي تلقي حلوة دشقوش إيش حلخ نخ حبيح كان نخ دريك صرت حدا على الوقت تشيل الله عدل هاش لواغ كوجش بزنا أقطوا دبيا شلبن مثل بار نخ دقة خلدرس أطقم بر دقة يخ إيش حد كاج دي تار مليحة أمدي بيلخش بيردر باقي برج بيلخجني قالناخ قومي حباك شدوش حمغ بيان باغ جهادي انا تعبرج واسطو خجبر تعبرج دي ان جادي ان اشتبيخ خلو يلجبر حباك سموش. Прошел 31 год со дня трагических событий. Пережитые испытания Ахмед Ташхуев никогда не забывает. До сих пор часто ездит в Алкун, читает молитвы за погибших. Самой трогательной в его памяти осталась история спасения двухлетней девочки Лиды. В 2019 году, когда к Ахмеду приезжала наша съемочная группа, он поделился, что очень хотел бы увидеть эту девочку, узнать, как сложилась ее судьба. Надежда выйти с ней на связь посредством национального телевидения была оправдана. 29-летняя Лида совсем скоро встретилась со своим героем. زي غوريا دي انا جت ادويا غوريا كروتش صدوا حاجات دي عند دين يسري دي مش ده نو صدق هي تمس دي انا وصل جسرس دي رياس خوش حلقه دي انا ارصا بيان سيازي بيدرس وثاني شو خن هذا خاشلت هذه سجت يا خاشلت حاجه اوز بخكرش ككرازي كيقان حالته يا حسين قاترجوس. Суровые испытания оставили тяжелый след в жизни Ахмета. Он пострадал не только морально, но и физически. В результате переохлаждения в Ассе у него развился атеросклероз нижних конечностей. В 2004 году ему ампутировали левую ногу, а еще через 4 года и правую. مجوات يرجع عابي اللي دعم بوخي دي او شلات جودي او ساعه تمغش وقصصا قيل لا ترتش ساعه مش لا تاتك قيل لا تصبر جبوات جبت ساري لا تجاري دال جاش دول ساري تن ورا اشت حبير زيلش اشت كورت تصبر زوجي انا ديش بخشو دي قراص تحكي بان حمدي يا اخي والله داتق والله يا جامدي صحرام دي انا دي انا حمغيتي يا ازدياج ضاق وقيتجي حنز واغج موات. Председатель парламента оказал материальную помощь Ахмету Ташхуеву и поинтересовался, в чем он нуждается. Он, в свою очередь, поделился, что за все годы его недуга только дважды ему была выделена путевка на санаторный отдых. Также коляска очень старая. Самому приходится чинить, искать у сельчан колеса, другие запчасти для неотъемлемой части в его повседневной жизни. даже коляска штяди нормально حيلت مش بات الساعه من سالك قلبس فيش تمام سوخي انا ير حم وي глава республики Колыма тоже внимание уделить вопрос дер цаниqi خدنا رقم فيديو تبعا пострадать для меня
Sadece adla utanlat. Alilda ham kaman hoşdu. Sadece dağla mağuzmerşi oluşu. Aydizil mağuzmerşi oluşu. Vahar halta. Vallahi من إيش دولج ده هم حول قيء عجد دولج متجيها. Несмотря ни на что, Ахмет Ташхоев не жалуется на свою судьбу и ни о чем не жалеет. Не считает проявленную им самоотверженность подвигом, старается с пользой проводить свои дни, сажает фруктовые деревья, среди них и экзотические. Вырастил в саду хурму королек, созрел и первый плод лимона. تلسكوب قلت هذي أودش كجدي تاريخ حياة حميس ديون شاري حيدس بتصق قلت كوشك يول باي تناقصي كاتر عدد يحكي تراسك بالله كروش تراسك ترى أخي يديش جانش كروش لقي полностью دي أبرز كواس никогда жизнь жаловаться дядაც واغش تسيت أسوال وين يعدين كيساج دق مدي وين والله عمده لا تجعت دال معجنات عليه Всего во время конфликта в 1992-м погибли 350 ингушей, были ранены 457, более 200 числятся без вести пропавшими по сегодняшний день. Сотни людей выжили благодаря таким храбрецам, как Ахмет Ташхоев. Правда, жертвами суровой осени стали не только те, кто спасался, но и те, кто спасал. Многие молодые парни погибли от переохлаждения, падений в обрывы, удары об скалы. Председатель парламента подчеркнул, что мы не должны забывать подвиги истинных ингушских мужчин, которые ценой собственной жизни спасали других. Это были тяжелые дни, мы все это помним и никогда не должны забывать, чтобы такое больше не повторилось. И этот человек оказал в своей здоровье, не считая здоровья, огромную помощь людям, которые уходили оттуда. Поэтому вот таких людей мы не должны забывать. Приятно, что он очень хорошо держится духом, не падает. И вот такие люди, это настоящие мужчины. В этом году, к 31-й годовщине трагических событий осени 1992 года, во всех населенных пунктах Ингушетии пройдут памятные мероприятия. Самое массовое из них состоится традиционно на мемориальном комплексе Гозут-Кашмаш. Нет, несложно стать героем для народа, если он для тебя дороже собственной жизни. Тебя и многих тебе подобных не остановили ледяные потоки Ассы при спасении сотен ингушей, женщин, стариков, детей осенью 1992 года от ингушского народа. Такие трогающие за душу строки высечены на мемориальной плите в Центральном парке Сунжи. Памятник установлен 31 октября 2021 года в честь героического самоотверженного поступка Ахмета Ташхоева. Из года в год всем народам выражают благодарность за человечность, мужественность и спасение человеческих жизней ему, уже навсегда национальному герою. Диана Дударова, Султан Магушков, Новости 24.